Это второе ПТП Казани. Оно обслуживает треть маршрутов города. В их парке 270 автобусов. Ежедневно перед выездом на маршрут каждый автобус проходит утренний осмотр. Главный инженер совместно с водителем проверяет техническое состояние машины. Включите фары. Аварийный сигнал. Проверяют практически все. Исправность приборной панели водителя, наличие огнетушителей, состояние салона и производят внешний осмотр двигателя. Если при утренней проверке выявляются серьезные поломки, тут же машина отправляется в ремонтную зону. У нас есть резервная машина на данный случай, и водитель выезжает на другом подготовленном автобусе. Каждые 2 месяца автобусы проходят техобслуживание. Раз в полгода тщательное обследование с разбором ходовой части и других механизмов. И, как сегодня заявили в ПТП, это не гарантирует отсутствие внештатных ситуаций. 29 октября на выезде из Казани за считанные минуты полностью сгорел автобус, принадлежавший второму ПТП. Второй случай произошел на прошлой неделе. В обоих случаях пассажиров внутри не было. Сегодня мы спросили перевозчиков, что стало причиной потерь подвижного состава. По поводу инцидента. Давайте рассмотрим на простом примере. У каждого есть мобильный телефон, у которого есть срок эксплуатации. Вы, конечно, хотите продлить срок эксплуатации, либо, если какая-то деталька выходит из строя, вы ее заменяете. Вы все сделали, рады, довольны, все, и в один прекрасный момент телефон отказывает, и вы уже ничего не можете сделать. То есть произошла внештатная ситуация. В причинах до сих пор разбирается прокуратура. Череда похожих историй была и в 2020-м. Тогда за ноябрь-декабрь автобусы загорелись 3 раза. Прокуратура выяснила, один сгорел из-за неисправности отопителя, другой – из-за замыкания электропроводки. Надзорное ведомство потребовало от руководства ПТП привлечь виновных должностных лиц к ответственности. Пассажиры признаются, с поломками приходилось сталкиваться. Страшно, не страшно, ехать-то надо ведь. Автобус просто останавливался и просили пересесть на следующий автобус. Старые, поэтому ломаются, горят. После последних ЧП провели дополнительный инструктаж с водителями и кондукторами. Как мы отметили в ассоциации, в Казани сейчас курсирует 800 автобусов. На линию должны выходить машины не старше 10 лет. У 250 автобусов срок эксплуатации уже вышел. У 2 сгоревших он истекал. Автопарк планировали обновить в этом году, но из-за роста цен на топливо и запчасти пришлось отложить на следующий. Иван Сарафанов, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.